Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактом в Крокус-Сити-Холле. В Туркменистане приступили к севу хлопчатника. МИД Туркменистана и Бельгии подписали меморандум о взаимопонимании и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с вооруженным нападением и взрывом, произошедшим в городе Красногорск в концертном зале Крокус-Сити-Холл, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья. В этот трудный момент от имени народа и правительства страны, а также от себя лично, глава Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. В Туркменистане началась важная сельскохозяйственная кампания «Сев хлопчатника». В соответствии с графиком 20 марта к посевной приступили хлопкоробы Ахалского, Балканского, Лебабского и Марийского вилаятов. Земледельцы Дашогузского вилаята присоединятся к ним 27 марта. К началу сева в стране были заготовлены отборные семена хлопчатника, отличающиеся скороспелостью, повышенной урожайностью, длиной и частотой волокна. В рамках торжеств по случаю начала посевной кампании были организованы выставки сельхозтехники и продукции перерабатывающих предприятий. Музыкальные и фольклорно-хореографические коллективы вилаятов подготовили для хлопкоробов творческие подарки. Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Бельгии подписали в Брюсселе меморандум о взаимопонимании между МИД Туркменистана и Федеральной службой иностранных дел, международной торговли и развития сотрудничества Королевства Бельгия. Посол Туркменистана в Румынии Анна Мамед Аннаев встретился с министром культуры Румынии Ралукой Турканс, который обсудил вопросы организации совместных мероприятий в сфере культуры. В ходе встречи стороны подчеркнули значимость действующего соглашения о культурном сотрудничестве между двумя странами. Румынская сторона выразила заинтересованность в участии в мероприятиях, приуроченных к 300-летию великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Ифраги. На днях в ходе встречи туркменской делегации с руководством мэрии города Рима состоялось подписание документа о проведении в 2025 году в Капитолийском музее археологической выставки Туркменистана. Стороны констатировали важность сотрудничества между Туркменистаном и Италией в различных направлениях с акцентом на культурно-гуманитарные связи. При этом отмечено успешное долгосрочное взаимодействие стран в области археологии и поддержания культурного наследия. На территории Новруз-Яласы в Этрапе Акбугдая Ахалского вилаята, где проходили праздничные мероприятия, родился маленький дикобраз, который тут же получил имя Новруз. Пара дикобразов была на празднике в числе демонстрируемых животных, занесенных в Красную книгу Туркменистана. По народным поверьям, если с приходом праздника Новруз рождается детеныш вида, находящегося под угрозой исчезновения, то в этот год принесет благополучие и счастье. У Кейт Миддлтон, супруги принца Уильяма, обнаружили рак. Диагноз был поставлен после операции, которую Кейт перенесла в январе. Сейчас она проходит курс профилактической химиотерапии. Герцогиня Кембриджская призналась, что новость о раке стала для нее и ее семьи шоком. Она попросила общественность уважать ее частную жизнь во время лечения. В начале февраля рак был диагностирован и у короля Карла III. Датские ученые выяснили, что для развития речи ребенка 3-5 лет нет метода эффективнее, чем обсуждение с ним событий прошедшего дня. Исследователи из Дании и США записали разговоры родителей с детьми в различных ситуациях: чтение книг с картинками, игра с лего и обсуждение событий дня. Сразу после эксперимента был проведен тест для оценки словарного запаса ребенка. Оказалось, что во время разговора о прошедших событиях речь родителей была грамматически сложнее, чем во время игры или чтения. Это способствует тому, что ребенок все больше осваивает распространенные предложения. Победой над сборной Мексики со счетом 8-4 туркменские хоккеисты завершили выступление на чемпионате мира в 3-м дивизионе группы А, который проходил в столице Киргизстана. До матча на нынешнем мировом первенстве хоккеисты Туркменистана и Мексики ни разу не встречались. После этой победы сборная Туркменистана заняла 4-е место. Лучшим в сборной Туркменистана по системе гол плюс пас стал нападающий Арслан Нурыев, который с 11 очками вошел в первую шестерку бомбардиров. Сборная Туркменистана уступила Ирану в отборочном матче на чемпионат мира 2026 по футболу. Встреча прошла на стадионе Азади в Тегеране и завершилась победой иранцев со счетом 5-0. После 3 туров отборочного турнира сборная Туркменистана занимает 4-е место в группе Е, уступая команде Гонконга по дополнительным показателям. 26 марта Туркменистан сыграет с Ираном в Ашхабаде. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете познакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.